Эфир телеканала продолжит брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Какова лесопожарная обстановка в республике? Здравствуйте. Лесопожарная обстановка в республике остается крайне сложной. Сегодня на территории республики действует 156 пожаров, из них тушатся 72. За сутки локализовано 8 и ликвидировано 3. К сожалению, обнаружено еще 4. На этих пожарах работает 4097 человек, 584 единицы техники. Помимо наземной техники работает авиационная техника, которая работает по сливу воды и по переброске сил и средств на пожароопасных точках. Вертолеты МЧС, Министерства обороны и гражданской авиации работают активно. При этом сложные участки остаются в следующих районах. Это в Кобяйском районе, село Сангар, Кальвица и Ситте. В Татинском районе это Кёль, Усалданском Кылае, Верхнеурильском Каракай, Хомустах, Гюллюкю, Далар, Намском районе Фрунзе, Кобякон, Харьялах и Тампонском районе Ударник. Сила ветра не уменьшается. Между тем, самые порывистые ветры были эти выходные дни. Благодаря работе наших лесопожарных сил, Министерства чрезвычайных ситуаций, местного населения, Министерства обороны, считаю, что самые тяжелые участки мы выдержали. Между тем, ветер, который дул в эти дни, идет направлением в сторону Вилюйской группы районов. И сегодня мы ведем работу по усилению сил и средств в этом направлении. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы идем далее. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. В Татинском Улусе лесной пожар угрожает Улусному центру и Тыккюэль. Мобилизовано 253 добровольца. Специалисты допускают рост заражений коронавирусной инфекцией среди детей. Для этого призывают вакцинироваться взрослых. Сегодня отмечается Международный день коренных народов мира. Расскажем об этом подробнее. В Татинском Улусе лесной пожар угрожает Улусному центру и Тыккюэль. По состоянию на 8 августа пожар продолжается. Всего площадь пожара составляет 30,5 тысяч гектаров. Вчера вечером за 2 часа по срочному объявлению оперативного штаба мобилизовано 253 добровольца. Всю ночь, пока огонь тихий, 5 бригад работали по тушению пожара на подходе к селу. Пропилена минерализованная полоса и проезд для вездехода «Сокол» с водой для заправки ранцев. Работа по блокированию и тушению огня продолжилась до самого утра. Вот эта ночь, на самом деле, очень решающая ночь. Но мы ребятам поставили задачу, что за эту ночь погасили, в этом периметр, где-то 5 километров, 5,5, этот промежуток огня поставили задачу, чтобы они потушили. Отозвалось очень много народу. Мы, конечно, в душе своей ожидали, она оправдалась. И героический народ, героические парни, скажем так, это Келя и других населегов, и даже приехали с города Якутска, земляки наши отозвались и пошли на борьбу с этой природной стихией. Я считаю, что оперативным штабом Татинского улуса по тушению пожаров, все меры по защите населенного пункта предприняты. На сегодняшний день сил и средств достаточно. Но дополнительно прибыли силы и средства противопожарной службы с Мегино-Кангаласского, Ангинского, Чураптинского улусов.
На тушению лесных пожаров в Якутию прибыл уральский отряд из 50 парашютистов-десантников Тюменской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны. Также ожидается прибытие северо-западного отряда из 67 парашютистов-десантников Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей. Все это время на самых изнурительных участках республики работает более 800 парашютистов-десантников федеральной, якутской авиалесоохраны и авиалесоохраны 12 регионов страны. Из-за труднодоступности многих очагов большой объем работ по тушению выполняют вручную. Для ликвидации ряда пожаров применяют взрывной метод с применением детонирующего шнура высокой мощности. С помощью взрывов прокладывают минерализованные полосы, от которых далее проводят встречный отжиг. Приехали для наращивания сил, потому что чрезвычайная ситуация, весь мир за этим наблюдает. И приехали с обмундированием, с имуществом полностью. И лопаты, РЛО, пилы, в общем, весь инструмент, который нужен для тушения. Глава Якутии подписал распоряжение социальной помощи пострадавшим жителям села Бяськуэль. Согласно документу, единовременную помощь жители получат до 10 августа этого года в размере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также будут предусмотрены дополнительные меры поддержки семей, утративших жилые помещения. Трое жителей села Бяськуэль обратились в отделение МВД России по Горному району для восстановления паспорта гражданина Российской Федерации по причине утраты документа во время пожара. Всем троим заявителям главный удостоверяющий документ был выдан в течение суток. 3 суток. К общему вниманию государственная услуга по выдаче паспорта в связи с его утратой в результате стихийных бедствий будет предоставляться гражданам республики также в упрощенном порядке. Тем временем в России отменили отметки в паспорте о браке и детях. Правительством принято постановление, которым признаны необязательными штампы в паспортах россиян о семейном положении, детях до 14 лет, а также отметки о ранее выданных паспортах, внутренних и заграничных. Однако при желании все прежние записи можно по-прежнему заносить в паспорт. Кроме того, с 1 месяца до 3 увеличен срок замены документа при достижении возраста 20 и 45 лет. При этом старый паспорт на это время будет действительным. С 1 июля 2022 года процедура получения нового паспорта будет занимать всего 5 дней. Врачи призвали ускорить вакцинацию взрослых. Специалисты допускают рост заражений коронавирусной инфекцией среди детей с началом учебного года и призывают ускорить вакцинацию взрослых, чтобы избежать вспышек. Это связано с тем, что с появлением других, более заразных штаммов заражения могут увеличиваться. Вакцинированный человек может спасти в среднем в своем окружении до 3 человек, прокомментировал врач-инфекционист. Между тем, 1000 доз вакцины «Спутник Лайт» поступила в Алданский район. Ситуация с распространением инфекции там по-прежнему остается напряженной. Среди заболевших есть люди всех возрастных категорий, а также жители всех населенных пунктов района. Алдан остается в лидерах печальной статистики по заболеваемости. К другим темам. В минувшие выходные в Якутске на Комсомольской площади свою работу начала школьная ярмарка. На прилавках представлены канцелярские принадлежности, школьная форма, обувь и другие товары, необходимые для учебы. Ожидается, что работу будут вести более 100 торговых точек. В этом году в рамках ярмарки пройдет акция «Помоги пойти в школу», участие в которой могут принять как покупатели, так и продавцы. Совместно собранные школьные товары будут переданы малоимущим и многодетным семьям. Работа школьной ярмарки продлится до 5 сентября. Ассортимент у нас в полном объеме уже выставлен. Также у нас рюкзаки, пеналы, дневники, все имеется в большом ассортименте. А также у нас действует система скидок для многодетных, это 15% скидка. А в прошлом году у нас очень быстро мы распродали рюкзаки. Уже к концу школьного базара у нас уже для маленьких первоклассников уже было в минимальном количестве. Мы взяли на 30% больше товаров, к плюсу к прошлому году, поэтому мы надеемся, в этом году у нас будет прям вот ровно-ровно-ровно. Сегодня отмечается Международный день коренных народов мира. Праздник установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 476 миллионов человек.
Еще одна знаменательная дата. 70 лет исполнилось бы заслуженному работнику культуры Якутии, кандидату медицинских наук, ветерану труда, общественному деятелю Виталию Андросову. В честь юбилейной даты в Якутске на аллее Певцов прошло мероприятие, которое собрало родственников, друзей и почитателей творчества известного мелодиста-песенника. Напомним, Виталий Андросов является автором более 140 популярных якутских песен, 19 книг, множество статей в прессе, а также 78 научно-методических работ, в том числе 3 монографий. Виталий Тимофеевич, близкий мне по духу, рядом живя с ним 30 лет. Я просто думаю, что он как-то о себе много не думал, он больше о других думал. Увековечиванием занимался сильно. И оставил вот такое наследие, память о себе, можно вот так сказать. За что бы он ни брался, он не просто так вот сверху вот проходил. Он каждое дело прямо вспахивал изнутри, через себя все вот это пропускал. И вот поэтому он добивался хороших результатов. В Санкт-Петербурге этажом выше – сад на крыше. Ландшафтный дизайнер преобразил кровлю обычной многоэтажки. Вячеслав Алексеев живет в Санкт-Петербурге в неприметной многоэтажке. Но если подняться на крышу дома, можно увидеть разросшийся современный сад, благоустроенный руками мужчины. Этому хобби уже 10 лет. В саду растут цветы, травы и даже деревья. Но только тех сортов, которые спокойно чувствуют себя при переменчивой погоде Санкт-Петербурга. В будущем мужчина планирует провести бесплатную экскурсию по своему саду, а также продолжить благоустраивать и другие кровли Санкт-Петербурга, чтобы сделать городскую среду более комфортной для жителей. Здесь множество растений, но просто растения подбирались именно под такие условия, что будет жара, не будет воды и все остальное. И почвопокровные, суккуленты преимущественно. Ну а деревья, то что это все пробные такие варианты, как опытная станция. Что-то хорошо себя чувствуешь, что-то плохо, но попробовать надо все. Закончим наш выпуск новостями спорта. Якутский футбольный клуб «Арктика» одержал победу над Белогородцем в гостевом матче 10-го тура Дальневосточной юношеской лиги. Встреча прошла в Белогородске и завершилась со счетом 3-0. Результативными ударами отметились Арсен Лыткин, Никус Татаринов и Алексей Захаров. Для якутян эта победа стала второй в текущем сезоне. По итогам 10 матчей они идут на предпоследнем 9-м месте, имея в активе 7 очков. В следующем туре «Арктика» в Якутске примет «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского. Встреча пройдет 15 августа. К этому часу это вся информация. Хорошего дня!